процедуру выдачи разрешения на строительство в тех случаях, где у нас социальная инфраструктура не обеспечена путем реализации проекта. Это не касается крупных проектов КРТ, по которым есть понимание, как эта инфраструктура будет создаваться. Мы предлагаем рассмотреть следующий вариант введения так называемого инфраструктурного сбора, который бы целевым образом пошел на создание социальной инфраструктуры. В рамках приложенных документов и обоснований мы посчитали, какая это может быть величина. Она складывается исходя из площади вводимого жилья. Условно говоря, это нагрузка на каждый отдельный квадратный метр нового жилья, который будет вводиться в рамках точечной застройки. Я напомню, что у нас есть требования по обеспеченности, и не всегда точечная застройка позволяет в чистом виде это требование обеспечить. Поэтому в рамках введения изменений в НПА предлагается реализовать механизм соглашения, по которому застройщик возьмет часть расходов на создание социальной инфраструктуры на себя. В настоящий момент в текущей редакции мы предлагаем, чтобы это была 1/3 от стоимости, необходимой к созданию социальной инфраструктуры. Далее эти средства целевым образом будут через муниципальную программу направляться на создание школ. Это может быть подготовка, инженерная подготовка территории, подведение магистральных сетей, снятие обременений или выкуп земельных участков под объекты образования, в обязательном порядке проектирование, прохождение государственной экспертизы проектной документации и на софинансирование мероприятий, которые предусмотрены в рамках соглашения регионального и федерального уровня в рамках нацпроекта, госпрограммы. Мы взяли за базу стоимость, определенную по справочникам базовых цен, текущие инфляционные коэффициенты, и вышли вот к такой стоимости. На сегодняшний день 1/3 стоимости создания объекта социальной инфраструктуры в виде обременения 1 квадратного метра составляет 3097 рублей с 1 квадратного метра. По-простому говоря, если создается путем точечной застройки объект площадью 10 000 квадратных метров, то нагрузка на этот объект составит порядка 30 миллионов рублей. На сегодняшний день перегруженность, допустим, школьного образования в среднем по городу составляет 1,94 раза, а в отдельных округах, в отдельных элементах планировочной структуры до 2,7 раза. И пытаемся найти все возможные механизмы, как этот снаряд сдвинуть с места.